Здравствуйте, Светлана. Приветствуем вас из мобильной студии. Действительно, мы сегодня будем говорить про интересный процесс подготовку кадров для государственных органов. Для этого в нашей республике есть специальное учебное заведение. У меня в гостях Колчакеева Айгуль Муратовна, ректор Академии государственного управления при президенте Кыргызской республики имени Джусупта Абдрахманова. Добрый день. Спасибо огромное, что нашли время, чтобы с нами побеседовать. Айгуль Муратовна, мы знаем, что не так давно Академия получила особый статус. Вот что это значит и зачем он нужен? Что это дает? Добрый день, благодарю за приглашение. Что касается особого статуса, Академия получила его указом президента Кыргызской республики 25 ноября 2025 года. И я сразу хотела бы обратить внимание, что особый статус – это не привилегия. Особый статус – это особая ответственность. Для Академии, учредителем которой является президент Кыргызской республики, для Академии, которая носит имя выдающегося кыргызского государственного деятеля Джусупа Абдрахманова, получение особого статуса – это кредит, который Академия должна реализовать в части подготовки и профессионального развития государственных и муниципальных служащих. Особый статус предлагает более широкую автономию в части академической свободы, в части финансовой свободы и в качестве административной свободы. И, безусловно, это предполагает, как я уже отметила в самом начале, особую ответственность Академии, особую миссию Академии в части вклада в профессиональное развитие и в качественную, ну, скажем так, революцию подготовки государственных служащих. Академия государственного управления может и должна влиять на качество подготовки государственных служащих. В этом ее особая миссия и в этом реализация особого статуса. Угу. На ваш взгляд, какие сейчас компетенции наиболее должны быть востребованы у современного, ну, будем говорить, управленца, да, госслужащего? Безусловно, мы говорим о так называемых hard skills и soft skills. Что касается hard skills, об этом достаточно активно дискутируется уже на протяжении достаточно длительного периода времени. Это общие требования вообще к системе образования. Но для системы государственной службы крайне важным моментом является приверженность и философия служения обществу, служения государству. И вот эта миссия, вот эта ценность служения государству через государственную службу, она вот красной нитью сейчас протекает через все академические программы, которые находятся на этапе модернизации. Очень важный момент и важные требования в части определенной модернизации уровня цифровых компетенций для государственных служащих. Очень важный момент также связан с наличием видения. Государственный служащий на сегодня, работая в такой турбулентной обстановке, в достаточно изменчивой внешней среде, обязан предвидеть изменения, обязан генерировать инновационные вещи, которые будут влиять на качество государственной службы. В связи с этим миссия Академии, она также в связи с получением особого статуса и утверждением нового устава, она претерпела кардинальные изменения. Если до сих пор миссия Академии сводилась к стандартной подготовке высококвалифицированных кадров для системы госуправления, сегодня акцент мы делаем на формирование поколения лидеров, которые влияют на систему госуправления и работают в интересах развития государства. Угу. Вы верно подметили и подчеркнули, что Академия носит имя великого госдеятеля нашего Джусупа Абдрахманова, и у вас даже есть такая дисциплина, да, Абдрахмановедение. Что это за курс? Как возникла идея его создания? Я так понимаю, что это такое уникальное что-то, что есть только у вас в Академии. Больше по республике, пожалуй, что нет такого курса. Совершенно верно, вы правы. Курс Абдрахмановедения – это предмет особой гордости Академии государственного управления и меня как ректора Академии. На данный момент времени Академия получила патент, и это действительно подтверждает абсолютную инновационность и новизну данного курса. На сегодняшний день Джусуп Абдрахманов, фигура Джусупа Абдрахманова, как одного из отцов-основателей кыргызской государственности, она требует глубокого изучения. Не секрет, что до сих пор все, что связано с Джусупом Абдрахмановым,
и Шаналы Арабаевым, и нашими отцами-основателями, в принципе, эта информация носила такой фрагментарный характер. В этом плане очень большая заслуга и большая признательность президенту Кыргызской республики, уважаемому Садыру Нуркоджоевичу Джапарову, который в 2021 году, в канун 120-летнего юбилея Джусупа Абдрахманова, передал подлинник дневника Джусупа Абдрахманова в исторический музей Кыргызстана. И очень хороший вопрос, в чем уникальность этого курса. Джусуп Абдрахманов на сегодняшний день великолепная ролевая модель того, каким должен быть государственный служащий. Это человек, который работал, стоял у истоков создания кыргызской государственности. Это человек, который создал Кыргызскую автономную область. Очень большой вклад он внес в период голода, да, это вот 30-е годы, да, когда именно ему принадлежит лидерство в части того, что он отстоял, написав свою знаменитую записку и обращение к Сталину, и отстоял необходимость оставить зерно и выступил против плана по хлебозаготовкам Иосифа Сталина. И это уникальный кейс политического лоббирования государственных интересов, принятия решений и ответственности за решение. Это великолепный пример стратегического видения государственника на длительный период времени. И на сегодняшний день вот этот курс, он представляет собой не просто хронологию событий, как зачастую грешат подходы к историческим наукам, а это такой интегрированный курс, который затрагивает абсолютно разные сферы деятельности. Это и политология, это и государственное управление, это и философия управления, это и культурология, это и этнография и философия. Через призму вот этих предметов мы пытаемся развить критическое мышление, показать процесс принятия управленческих решений на примере Джусупа Абдрахманова. Это великолепный кейс для курса Academic Writing, который мы сегодня вводим в новые магистерские программы. И это очень значительная веха в истории развития академии как таковой, когда мы предпринимаем колоссальную попытку для переформатирования куррикулума и учебного плана с учетом деятельности и влияния Джусупа Абдрахманова на процесс формирования государства и процесс принятия управленческих решений. Спасибо большое. Ну, еще более, наверное, подробную и более глубокую информацию наших телезрителей и, безусловно, абитуриенты, которые заинтересованы в поступлении в академию и в построении карьеры госслужащего в будущем, могут посмотреть в расширенной версии этого интервью. Пока же я передаю слово, Светлана, вам. Спасибо, Ольга. Из мобильной студии на прямой связи с нами была моя коллега Ольга Ковалева. К другим новостям.